Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах вечернего выпуска. Гуманитарную помощь собрали и отправили из Якутии в Луганскую и Донецкую республики. Неприятные подснежники. Якутяне возмущены собачьим фекалием в городе. Возможно ли решить эту проблему? Организация «Саха и Мах» презентовала проект «Мир Саха» в Нерюнгри. Проект стал победителем фонда президентских грантов. Фиктивная регистрация уже не первый год подпадает под уголовную ответственность. Статья не останавливает жителей Ленска от регистрации иностранцев. 100 дней осталось до старта международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке. 7 тонн гуманитарной помощи из Якутии будет направлена в Луганскую и Донецкую республики. Это бытовая техника, продукты питания, средства гигиены и детские принадлежности. Груз был собран при помощи представителей районов, предпринимателей и общественных организаций. Продолжит Саргалана Неустроева. Добровольческий центр по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик продолжает работу еще с 22 февраля. Первую поставку груза весом в 2 тонны удалось осуществить еще в марте при поддержке МЧС России и авиакомпании «Якутия». Также при содействии нашего постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации направлен груз, гуманитарный груз в Нижегородскую область. Это предназначено для беженцев, которые прибыли из также территории ДНР и ЛНР и находятся в пунктах временного размещения. Второй груз, весом превышающий предыдущий почти в 2 раза, собирала без малого вся республика. Подключились даже арктические районы, предприниматели, общественные организации, учреждения культуры, школы и многие другие. Все они внесли посильный вклад в общее дело. Таких предприятий, конечно, очень много. И от лица Министерства по внешним связям и делам народов Якутии мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем предприятиям, всем жителям нашей республики за оказание такой нужной в данный момент помощи для жителей ДНР и ЛНР. Между тем, волонтеры добровольческого центра в Якутске по-прежнему продолжают принимать помощь неравнодушных граждан. Чтобы оказать помощь, надо подойти к нам на Орджоникидзе 10, второй этаж, актовый зал. Это вот здесь у нас размещен пункт сбора гуманитарной помощи. Работает каждый день с 10 до 8 вечера. То есть можно прийти и оказать помощь. В основном сейчас вещи первой необходимости, да, то есть различную бытовую химию, то есть мыло, различные вот, вещи, которые нужны. Требуются центру и сами волонтеры. Всего на сегодняшний день в нем трудятся около 50 добровольцев. Работают посменно, со всеми условиями. А чтобы стать частью команды, необходимо лишь оставить заявку на сайте добро.ру. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Поддержать президента и российскую армию решили жители Мирного. 17 апреля на Центральной площади на митинг собрались те, кому не безразлична спецоперация, и те, кто в ней участвует. Выступил ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Тонких. Верим, что операция на Украине поможет оздоровлению отечественного гражданского общества. Начатую работу нужно довести до логического завершения. Никаких баз НАТО на территории Украины не должно быть. Наши братья должны быть освобождены от угрозы нацизма. И сделает это солдат-освободитель армии России. Несмотря на введенные санкции, авиаторы не собираются снижать темпы работы. За 4 месяца этого года авиакомпания «Якутия» уже перевезла на своих лайнерах более 150 тысяч пассажиров. Конечно же, особое внимание уделяется технической безопасности воздушных судов. Как и где проходит техосмотр самолета, смотрите в сюжете Александра Хавренко. Ни для кого не секрет, что самолет является самым быстрым видом транспорта. Но наряду со скоростью очень важна и безопасность. И прежде чем отправиться в очередной полет, каждый лайнер попадает сюда, в авиационно-техническую базу. Из-за введенных санкций авиационная отрасль нашей страны стала одной из наиболее пострадавших секторов экономики.
Но пассажирские перевозки должны выполняться при любых ситуациях. Большую часть самолетов парка авиакомпании «Якутия» составляют лайнеры иностранного производства. Все они переведены в российский реестр и могут обслуживаться и проходить технические осмотры в России. И именно в это время особо востребованными становится флагман российского авиастроения – самолет «Сухой Суперджет». Авиакомпания «Якутия» имеет собственную авиационно-техническую базу, расположенную в городе Якутске. Авиационно-техническая база выполняет техническое обслуживание воздушных судов «Суперджет» по всем регламентам и программе технического обслуживания. Подобной базой с технологической оснасткой, компетенции специалистов по техническому обслуживанию самолетов «Суперджет» на территории Дальнего Востока обладает только авиакомпания «Якутия». По словам работников авиационно-технической базы, введение санкций никак не отразилось на объеме работ. Как только приходит время для очередного техобслуживания, самолет помещает в ангар, и через некоторое время исправная проверенная машина вновь готова принять пассажиров на борт. А их количество, между тем, не убывает. Как сотрудник, непосредственно работающий с пассажирами, я могу сказать, что количество желающих совершить перелет на наших воздушных судах не уменьшилось. Загрузка бортов остается на уровне прошлого года. С начала этого года самолетами нашей авиакомпании перевезено уже свыше 150 тысяч пассажиров. И от имени нашего коллектива хотелось бы выразить благодарность нашим пассажирам. Мы очень рады вам и будем продолжать стараться соответствовать всем стандартам. Близится сезон отпусков, и нагрузки у всех, кто связан с авиаперевозками, увеличатся. Но можно смело говорить, ни один самолет не поднимется в воздух, пока его не проверят квалифицированные специалисты. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Современный дизайн, красивые архитектурные линии. Главная улица столицы республики после капитального ремонта должна выглядеть в едином стиле. То есть от яркой рекламы и вывесок должны избавиться. Но, как известно, магазины, кафе и другие заведения в основном находятся в руках частного бизнеса. А предприниматели затрудняются создать современный архитектурный стиль. Поэтому группа специалистов, в том числе архитекторы, строители и представители из мэрии города, разрабатывают дополнительный проект. Сегодня они осмотрели проспект Ленина, отметили недочеты и ошибки. Далее рекомендации и советы они передадут предпринимателям. Объекты частной собственности, которые как раз завершают периметр застройки проспекта Ленина, они тоже сегодня нуждаются в обновлении. Поэтому мы обращаемся как бы с призывом всем вместе начать эту работу. Мы со своей стороны сейчас как раз подключили еще дополнительную проработку проектов, входных групп, лестничных каких-то узлов, мест размещения информационных вывесок, чтобы они были единые, хорошо выверенные, все. А собственники уже в соответствии с этим проектом могут постепенно как раз преображать. И было бы замечательно, если бы, например, к осени, к окончанию этих работ, мы вместе вышли и увидели полностью обновленную центральную часть нашего города. Опрятность и чистота в городе должна быть не только на центральных улицах. С наступлением весны жители Якутска с опаской передвигаются по тротуарам. Проходу мешают не только лужи, но и собачьи экскременты. Уже и закон принят, который обязывает хозяев убирать за своими любимцами. Не убирают. Но дело не только в эстетике, ведь подобное загрязнение опасно для здоровья граждан. Собаки способны передать человеку до 28 инфекционных заболеваний прямым путем или опосредованно, отмечают специалисты. В масштабе городского бедствия разбиралась Ульяна Шагина. Очень многие выгуливают прямо здесь вокруг. И чтобы убирали, я, конечно, практически не вижу этого. Наталья Наумова своего мопса Лялю старается выгуливать не во дворе. Обязательный атрибут – пакетик, чтобы за собакой сразу все убрать. Если бы каждый владелец домашних питомцев делал бы точно так же, в городе стало бы заметно чище. Всегда пакетик. Бывает, пакетик забудем, но в конце концов всегда есть салфетка в сумочке, поэтому за собой убираем всегда. А потом куда? На дамбе есть урны, там урн много, конечно, а здесь вокруг только домой.
Отсутствие урны – еще одна проблема для хозяев. Но это полбеды. Больше всего горожан, да и ответственных владельцев собак возмущает отсутствие специально отведенных для этих дел мест. В столице, к сожалению, их можно сосчитать на пальцах одной руки. К сожалению, у нас таких решений архитектурных ранее не было предусмотрено в городе. И сейчас у нас вот около 5, по-моему, площадок для выгула собак. 1 в Гагаринском округе, 2 в Губинском округе. В Центральном округе, к сожалению, у нас пока нет, но мы планируем такую площадку подготовить. Было бы отрадно, если бы в каждом районе или в каждом дворе, да, присутствовали такие места, специальные отведенные места для выгула собак. Сейчас вот, например, снег пошел, да, когда все это растает, все же выйдет наружу, и вместе с растаявшим снегом все это будет очень неприятно. Между тем, мало кто знает, что с июня прошлого года в Якутске действуют свои правила благоустройства территории. За нарушение этих правил, будь то юридическое либо физическое лицо, могут быть привлечены к административной ответственности и подвергнуты к штрафным санкциям. За неуборку экскрементов, например, животных, то владелец может быть привлечен к административной ответственности по статье 6.25 Кодекса об административных правонарушениях Республики. И по этой статье предусмотрены штрафы для граждан от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. И за повторное нарушение от 3 до 5 тысяч рублей. В этом вопросе вдохновляет опыт Израиля. В Тель-Авиве владельцы собак обязаны при регистрации сдать ДНК своего питомца, чтобы городские власти могли иметь возможность по этим данным штрафовать нерадивых хозяев. У нас же с начала действия регионального кодекса не оштрафован ни один владелец, ведь никто не ходит за ними по пятам. Поэтому административная комиссия просит неравнодушных горожан фотографировать нарушителей и вместе с адресом направлять к ним на почту. Но одними штрафами проблему не решить. На самом деле корень всех бед лежит в отсутствии культуры выгула собак. Если каждый из владельцев будет носить с собой пакет и таким вот образом убирать за своей собакой и отнесет фекалии в ближайшую урну, то чисты будут не только совесть, но и город. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. 19 апреля вся страна отмечает Всероссийский день единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В Якутске в честь этого организовали концерт. В нем приняли участие ветераны тыла, общественность города и школьники. Ветераны тыла рассказали о мужестве и стойкости наших дедов, прадедов в тяжелое военное время, их подвигах. Кроме того, организована тематическая выставка, направленная на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан. Сегодня день исторический, то есть этот день посвящен памяти жертв нацистского режима времен Второй мировой войны. Насколько я помню, это произошло когда у нас? После 1943 года, после документа, выпущенного правительством Советского Союза, потому что именно сегодня, получается, в эту дату, в 1943 году была создана комиссия, которая должна была заниматься расследованием всех преступлений, совершенных нацистским режимом. Ну и, как вы понимаете, в связи с последними событиями, в том числе, событиями, связанными со спецоперацией на Украине, это все у нас приобретает более значимую актуальность. Нюрнбергская общественная организация «Саха-Аймах» презентовала проект «Мир Саха». Присутствующим представили передвижной этнографический культурно-образовательный павильон, экспонатами которого являются традиционные культурные составляющие народа Саха. Проект стал победителем фонда президентских грантов, и теперь предстоит его дальнейшая реализация. Подробнее о мероприятии и самом проекте расскажет Ирина Кичигина. Мы очень много говорим и гордимся тем, что наш район, он многонациональный. В нем проживают представители более 101 национальности. И все они сохраняют свою самобытность. В этом направлении очень хорошо работает общественная организация «Саха-Аймах», которая, собственно, для того, чтобы рассказать всем остальным представителям других национальностей о своем народе, о культуре, о традициях своего народа. И подала заявку на президентский грант. Сумма гранта
гранта президента Российской Федерации составила 500 тысяч рублей. На эти средства закуплена палатка, которая представляет собой балаган с традиционным якутским убранством, предметами быта, атрибутами. Она и почему и называется передвижная? Потому что мы можем в любом месте выехать со своим балаганом и в любом месте выставиться и показать, вот именно и рассказать о быте, о культуре нашего народа Саха. В рамках реализации проекта на различных площадках, включая открытые пространства, будут проводиться образовательные мастер-классы по изучению разговорного якутского языка и обучению игре на хамусе, ритуальные обряды алгыс и кумысопития, участие в календарных национальных праздниках. Ну вот, например, обряд кумысопития. Я первый раз его увидела так вблизи и даже поучаствовала и попробовала кумыс, замечательный напиток. И очень много узнала о обычаях и нашей республики, народа Саха, населяющего нашу республику. И я давно живу в Якутии, восхищаюсь этой культурой. К празднованию столетия республики нерюнгринцам впервые были представлены экспонаты передвижного павильона. Здесь же была организована выставка мастеров и проведены мастер-классы по изучению традиционного фольклора Саха, исполнения хороводного танца осохой, игры на национальных инструментах, настольным играм, исполнение национальных песен и танцев. В дальнейшем проект планируется развивать путем расширения экспозиций и географии выездов за пределы района. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленском районе продолжает работать программа по подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики – образование, здравоохранение, культура и сельское хозяйство. По этим 4 направлениям старшеклассники и ленчане до 35 лет могут получить бесплатное образование. Все расходы на себя берет районная администрация и компания «Сургутнефтегаз», которая уже много лет благодаря обучению ребят решает кадровый вопрос на предприятии. Уже неделю специалисты комитета по молодежной и семейной политике проводят встречи с выпускниками школ, на которых рассказывают ребятам об условиях получения бесплатного образования. Первое условие – средний балл аттестата не должен быть меньше 3,5 баллов. Вузы абитуриенты выбирают на свое усмотрение, но стоимость обучения не должна превышать 150 тысяч рублей. Обучение может быть как очным, так и заочным. После окончания вуза выпускники будут трудоустроены в учреждения района, а также специалистами на предприятия «Сургутнефтегаз». Дети заинтересованные есть, что очень приятно. Надеемся, что в этом году будет побольше заявок, чем в прошлом году. Дети, большинство все-таки радует, что дети активные есть. И дети хотят вернуться и работать в этом районе. Фиктивная регистрация иностранных граждан влечет за собой уголовную ответственность. Но многие россияне не подозревают об этом, соглашаясь по просьбе знакомых или за денежное вознаграждение прописать в своем жилье иностранца. Как в Ленске борются с такими преступлениями, узнавала Анна Кожевникова. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Фиктивная прописка иностранцев – одно из топовых уголовно наказуемых преступлений, совершаемых гражданами Российской Федерации. Казалось бы, безобидная услуга прописать в своем жилье человека, но на деле это нарушение законодательства. Иностранцы обязаны проживать по месту регистрации либо постановки на миграционный учет. Согласно статье 7 Федерального закона 109 о миграционном учете иностранных граждан, иностранный гражданин, то есть регистрация иностранного гражданина, временно пребывающего либо временно проживающего или постоянно проживающего на территории Российской Федерации, должна быть, то есть актуальна на сегодняшнее время. То есть где зарегистрирован, там и должен проживать. Как показывает практика, количество преступлений не уменьшается, хотя регулярно проводятся рейдовые мероприятия совместно со службами участковых уполномоченных уголовного розыска и сотрудниками отделения по вопросам миграции. За первый квартал 2022 года возбуждено 10 уголовных дел дознавателями отдела дознания ОМВД России по Ленскому району. По факту фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. И 2 уголовных дела
по признакам состава преступления предусмотрена статьей 322 прим. 2 по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина и даже фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания. За 2021 год подобных дел было 14. За ложные сведения привлекается к ответственности принимающая сторона. А это наказание, как в виде штрафа, до 300 тысяч рублей, принудительной работы до 4 лет либо лишения свободы на этот же срок и максимальная мера лишения свободы сроком до 6 лет, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. И польстившись на небольшое денежное вознаграждение за прописку, можно получить уголовный срок. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 10 девушек и 7 юношей из разных медицинских учебных заведений города Якутска впервые приняли участие в конкурсе «Мисс и мистер Волонтер Медик-2022». Конкурс состоял из нескольких этапов. В течение недели участники обучались ораторскому искусству, позингу, тайм-менеджменту. Сегодня состоялся финал, где они продемонстрировали все свое умение. Конкурс классно, каждый день репетиции, каждый день допоздна общаемся с ребятами, много знакомых, незнакомых, а с многими познакомилась в данном конкурсе. Мы выезжали в село Намцы, проводили для учителей там осмотр, медосмотр, также помогали взятие анализов на СПИД, на ВИЧ. Дни горного улуса проходят в Якутске. Мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Семена и Сафрона Даниловых. В стенах Национальной библиотеки участники презентовали новую книгу Сафрона Данилова «Судьба народа», приуроченную к 100-летней годовщине народного писателя. Далее делегация провела встречу с администрацией столицы и депутатами Ил-Тумен. Также проведены ряд соглашений с подведомственными организациями. В рамках стратегической сессии развития горного улуса состоялась общественная встреча с земляками, проживающих в столице республики. Сегодня мы отмечаем столетие выдающегося сына народа Саха, народного писателя Якутии Сафрона Петровича Данилова. Его судьба с самого рождения отмечена связью с нашей историей. Он является ровесником республики. И весь его жизненный и творческий путь связан с родной Якутией, с ее людьми. Любовью и уважением к ним пронизаны все его произведения. Поэтов и писателей недаром называют властителями дум. Трудно переоценить значение творчества Сафрона Петровича Данилова в формировании особой ментальности якутян, нашей преданности родной земле, уважения к истории и культуре своего народа. Каждое его произведение, повествуя о жизни человека, о его чувствах и чаяниях, отзывается в нашей душе своей достоверностью и честностью, учит нас добру, справедливости и патриотизму. До старта 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке осталось ровно 100 дней. В честь этого события на центральной площади столицы Приморья прошло торжественное мероприятие. Состоялся яркий флешмоб, в котором приняли участие представители оргкомитета игр, а также юные приморские спортсмены и волонтеры. Будущие участники спортивных соревнований презентовали свои виды спорта. Все желающие смогли поддержать участников предстоящих игр, увидеть красочное зрелище и сфотографироваться с официальными талисманами игр – тигром и леопардом. 7-е международные спортивные игры «Дети Азии-2022» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Ожидается, что общая численность участников составит свыше 3000 человек из более чем 20 стран. На играх планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Я желаю всем нам провести эти 100 дней с оптимистичным настроением, с усилиями для подготовки самых лучших игр в их истории. Зная то, как на сегодняшний день готовится город Владивосток, как ждут этот праздник жители Приморского края, я уверен, что все у нас получится. И через 100 дней Владивосток покажет все свои красоты для тысячи юных спортсменов, которые получат максимум положительных эмоций и узнают, что такое Дальний Восток.
Более 10 машин нового поколения создали воспитанники алданских детских садов. Среди дошкольных учреждений района прошел ежегодный конкурс по лего-конструированию. В этом году конкурс New Robot приурочен к столетию образования Якутской ССР. Тематика была посвящена технике добычи полезных ископаемых. Алданский район является промышленным, и актуальность разработок юных инженеров бесспорна. На суд жюри модели представили воспитанники 9 детских садов. Конкурс проходил в дистанционном формате. В роликах дошколята опробовали изобретения в действии: углекопы, экскаваторы, насосы и обогатительные комплексы. В будущем в добывающей отрасли появится 11 функциональных машин и установок. Представляю вашему вниманию робототехника Драк-1. У него много функций. Сейчас я вам их продемонстрирую. Первая функция – буровая установка. Вторая функция – конвейер, который достает породу. Третья функция – сюда порода заезжает и дробится, а отсюда порода падает на машину. Команда села Арылах победила в районном конкурсе охотников. Помериться силой и ловкостью съехались в село Тас-Сюрях участники из Мирного, Арылаха и Сельдюкара. Разжечь огонь на время, попасть в мишень из воздушки, пробежаться по сугробам с мешками на спине и обогнать соперника на буране. Для всего этого участникам потребовалась не столько спортивная форма и физическая подготовка, сколько знания и умение ориентироваться в условиях природы, как это делают охотники. Второе место досталось мирнинцам из культурно-спортивного комплекса, а бронзу забрали хозяева конкурса – команда из Тас-Сюряха. Плановая профилактика на радио и телевидении республики пройдет завтра, 20 апреля. Телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха», «Мамонт» и радио ТТ не будут работать до 12 часов дня. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.